Республике Коми организован сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. К акции присоединились все города и районы региона. На пункты, организованные региональным отделением партии «Единая Россия», поступают продукты питания, предметы первой необходимости, одежда, бытовая химия и многое другое. Сегодня мы не можем остаться в стороне от той ситуации, которая происходит в Донецкой и Луганской республиках. Все мы знаем, что люди, живущие на этих территориях, попали в непростую жизненную ситуацию, и им просто необходима наша помощь. Исполком «Единой России» объявил сбор гуманитарной помощи в местном отделении партии. Я призываю всех жителей присоединиться к этой акции. Эта помощь просто необходима жителям Донбасса и Луганска. В этой сложной жизненной ситуации мы своих не бросаем. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Российскую Федерацию жителей Луганской и Донецкой народных республик организован силами партии «Единая Россия». Содействие в организации сбора оказывает правительство Республики Коми. В качестве гуманитарной помощи жители Сосногорского района могут принести в первую очередь это продукты питания: чай, кофе, сахар, также хлебобулочные изделия долгого срока хранения, макароны, крупы, консервы. Из хозяйственных принадлежностей это мыло, шампуни, гели для душа, влажные салфетки, туалетная бумага, полотенца, еще постельное белье, одеяло, подушки. Также для детей это детское питание сухое, пеленки, подгузники, развивающие игры и что-то для школьников: фломастеры, карандаши, тетрадки. Жители Сосногорска уже откликнулись на призыв о помощи. Уже скоро гуманитарная помощь поступит в Сыктывкар, а из столицы Коми направится беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Мы люди русские, всегда друг другу помогаем. Я обязан помогать, тем более это наш народ. Мы такие же славяне, как и они. Независимо, будь они в Донбассе живут, там, но люди русские, надо помогать друг другу. Вот поэтому и продиктовано наше стремление помочь. Что есть у нас, мы помогаем. Сегодня мы формируем гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР. Производим сбор вещей первой необходимости, средств индивидуальной защиты, школьных товаров, продуктов питания. Люди попали в беду, и наш человеческий долг им помочь. И хорошо, что в нашем районе много отзывчивых и сердобольных граждан, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Я поддерживаю инициативу главы Республики Коми о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. И считаю своим долгом принять участие в этой акции, так как мы должны быть вместе и помочь нашим согражданам, попавшим в беду. В Сосногорске гуманитарная помощь для жителей Донбасса принимается в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу 5-й микрорайон, дом 41. Информацию можно уточнить по телефонам, которые указаны на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В преддверии Дня защитника Отечества в Сосногорске поздравили участников Великой Отечественной войны. Члены партии «Единая Россия» подготовили для ветеранов продуктовые наборы. Мы сегодня поздравляем ветеранов с Днем защитника Отечества. Сегодня мы вручим подарочные наборы. И, конечно, я думаю, что им будет очень приятно уделить такие знаки внимания в честь праздника. В Сосногорске живут двое участников войны – Михаил Сорокваша и Ольга Гладкова. Партийцы навестили ветеранов у них дома с подарками и теплыми пожеланиями. Пускай ваш подвиг станет настоящим образцом и примером для молодежи. И пусть на вашем подвиге они учатся преданности, любви к своей родине. Это вам подарок от нас в честь праздника. Спасибо вам. Ольга Ильинична, уроженка Воронежской области, отправилась на фронт в 1942 году. Служила рядовой в автомобильном батальоне отдельного автополка и дошла до самого конца войны. Демобилизовалась в июне 1945-го. Награждена медалью за победу над Германией и юбилейными медалями. Екатерина Борисова поблагодарила Ольгу Ильиничну за ее подвиг и пожелала здоровья и благополучия ветерану и ее родным. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В
В Сосногорске продолжается муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Лучшие педагоги городских школ уже представили членам жюри открытые уроки, на которых не только показали свое мастерство, но и постарались творчески подойти к подготовке занятий. Уроки были на хорошем методическом уровне, конкурсантами представлены. Все использовали ИКТ-технологии. Каждый пытался раскрыть на уроке именно ту идею методической мастерской, которую они представляли на первом этапе. Мы видели применение и практических приемов, методов, например, на химии опыт мы видели. Очень многие обратились к решению таких современных образовательных трендов, как функциональная грамотность, формирование навыков читательской грамотности, математической грамотности. Мы понимаем, что наши учителя, которые работают в сосногорских школах, они в современном движении образования, у них есть собственная траектория достижения результатов, и на уроке они все это продемонстрировали. Очередным этапом «Учителя года» стали мастер-классы, которые участники конкурса провели для своих коллег и членов жюри. Например, учитель английского языка первой школы Елена Лысенко свое занятие посвятила нашей малой родине. Педагоги ответили на вопросы по истории региона. Вспомнили, какие полезные ископаемые можно найти в недрах республики. Сложили из кусочков пазла плато Мань-Пупунер, а также узнали, что именно Коми является родиной лыж. Мастер-класс у меня был подготовлен по теме игровые технологии на уроках. Я использовала тему Республики Коми, потому что она близка каждому из членов жюри, потому что и участникам, потому что мы живем все-таки в Республике Коми. И здесь я затронула различные технологии игровые именно на уроке, с помощью которых дети могут познавать и активизировать свои знания уже в дальнейшем. Учитель истории и обществознания второй школы Анна Носова показала методы и приемы работы с текстом, а именно, как можно облегчить его восприятие благодаря анализу и структурированию. Мы работали со схемами, то есть, проработав сплошной текст, я предложила коллегам его разбить на составные части, где коллеги в последующем, составив схему, смогли интерпретировать эту информацию и, разумеется, сказать намного больше, чем дано в тексте. Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года» будут подведены в конце февраля. Победитель представит Сосногорский район на региональном уровне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске проходит муниципальный этап конкурса «Воспитатель года». Одна из его участниц – представительница 15-го детского сада Юлия Емельянова. В профессии она 5 лет, оказалась в ней почти случайно. Когда ее ребенок пошел в садик, не захотела расставаться с ним. Устроилась туда воспитателем и взяла себе группу 1,5-годовалых малышей. А дети удивляют всегда, они же непосредственные, они необычные, у них постоянно куча вопросов. На каждый вопрос надо найти свой ответ. Сейчас подопечные Юлии Юрьевны уже подготовительная группа. Главное в профессии – это, конечно, любовь к детям, говорит педагог. А еще ей нравится разнообразие в работе. Каждый день малыши преподносят сюрпризы. Юлия Юрьевна признается, что очень привязана к своим ребятам, и это взаимно. Мы же вторые мамы для детей. То есть они нас тоже должны чувствовать, они должны чувствовать наше настроение. Мы их чувствуем, и они нас также чувствуют. Пришла я, например, уставшая. Все, дети сразу чувствуют, ага, что-то не так. И они сразу же уже подходят, могут обнять, могут поцеловать, могут доброе слово сказать. Другая участница конкурса, Татьяна Иванова, тоже работает 5-й год и также последовала в детский сад за дочкой. Сейчас у нее старшая группа. Работа с детьми требует больших эмоциональных затрат, отмечает воспитатель. Избежать выгорания помогает постоянное профессиональное развитие. Посещение форумов и мастер-класс, посещение открытых занятий, они, конечно, очень сильно помогают, воодушевляют. Вот семинары мы посещаем, бывает, да? Они, конечно, нас воодушевляют и не дают угаснуть. Сейчас воспитатель планирует обучение по направлению логопедия. Наладить контакт важно не только с подопечными, но и с их родными. Методы воспитания в семье и в детском саду не должны противоречить друг другу, подчеркивает педагог. Очень хотелось бы именно получать обратную связь от родителей, да, и более тесно сотрудничать, и смотреть с родителями именно в одну сторону, а не в противоположную, именно в воспитании, в подходах к воспитанию с детьми.
Третья участница Татьяна Богдан трудится в детском саду больше 20 лет. Она, как и другие участницы конкурса, тоже устроилась в садик, куда пошла ее дочка. Сначала работала нянечкой, потом прошла обучение в спецклассах в педагогическом колледже и стала воспитателем. На детей не нужно давить авторитетом, считает Татьяна Алексеевна. Надо быть на равных с ними. Работа с детьми, наверное, как это призвание, чтобы быть воспитателем. Их нужно любить. Каждому, сейчас детки у нас разные, каждому ребенку найти свой индивидуальный подход и, наверное, вкладывать в душу. Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» подведут в конце февраля, начале марта. Победителей представит Сосногорский район на уровне республики. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. С 1 июля 2021 года изменился закон о занятости. Произошли изменения в закон о занятости населения Российской Федерации. В соответствии с этим, с 1 января этого года все центры занятости Республики Коми перешли на регистрацию граждан через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Портал «Работа в России». Сейчас для того, чтобы зарегистрироваться гражданину в целях поиска подходящей работы, ему необходимо обратиться в Центр занятости через портал «Работа в России». Но для этого этот гражданин должен быть зарегистрирован на госуслугах. У него должна быть подтверждена учетная запись. Это обязательное условие, потому что на портал «Работа в России» он будет заходить через госуслуги. То есть можно таким путем встать на учет, обратиться за оказанием государственной услуги в поиске подходящей работы. Но можно обратиться и через портал государственных услуг. Но там есть небольшой нюанс. Портал государственных услуг не затребует подтверждения резюме, не затребует прикрепления резюме. А портал «Работа в России» он требует обязательного заполнения резюме. То есть через портал «Работа в России» гражданин заполняет заявление и заполняет резюме, свое резюме. Тогда Центр занятости видит этого гражданина в своей системе, мы его видим, гражданина, и наш специалист начинает обработку заявления гражданина в течение одного рабочего дня, с дня обращения. Если гражданин внес неправильно, неточные сведения, в таком случае заявление может быть не принято в работу. Такому гражданину либо потребуется отозвать заявление через портал «Работа в России», либо принести подтверждающие документы, которые он закрепил при подаче заявления. Много допускается ошибок. Очень много допускается ошибок, несоответствия. Например, не соответствует дата или статья увольнения, которая записана в трудовой книжке, с той статьей, которую человек указывает в заявлении. Это уже считается несоответствие. В таком случае Центр занятости может отказать гражданину в признании безработным. Это один момент, что касается безработных граждан. И второй момент, которые изменения произошли с 1 января для работодателей, состоит в том, что работодатели, государственные и муниципальные учреждения и работодатели, которые имеют среднесписочную численность работников более 25 человек, обязаны подавать сведения о потребности в работниках через портал «Работа в России». Все остальные работодатели, имеющие 25 и меньше количество работников, могут подавать сведения о потребности в работниках либо через почтовую связь, либо через интернет в виде электронного сообщения.
В 2022 году минимальный размер взноса на капремонт в Коми увеличился на 1,3 рубля за квадратный метр в зависимости от муниципалитета. Почему? Расчеты произведены в соответствии с установленными требованиями в методических рекомендациях Минстроя России. И, соответственно, на 2022 год экономически обоснованный размер взноса составил от 21 до 30 рублей за квадратный метр. На 2022 год было решено установить минимальный размер взноса с ростом от 1 до 3 рублей в зависимости от муниципального образования, гораздо ниже экономически обоснованного размера взноса. Увеличение взноса позволит быстрее накапливать средства на капремонт общего имущества в домах и своевременно проводить его.